85-летний юбилей празднует сегодня человек-легенда, герой социалистического труда Михаил Федорович Спиридонов. В 15 лет он пришел в Ленский флот юным матросом и впоследствии стал самым известным речником, капитаном Северного флота. В день празднования в Якутском институте водного транспорта прошли торжественные мероприятия. С подробностями наш корреспондент Розалия Борисова. Путь длиною в 60 лет. Именно столько Михаил Спиридонов бороздил просторы Ленского бассейна. Он пришел на флот, когда ему едва исполнилось 15, и остался там на всю жизнь. Сегодня, в праздничный день года службы, он вспоминал в музее речного пароходства. Вот пришли все смотреть музей речников, в котором мы находим много и нас интересующих фотографии, макеты и так далее, и так далее. Отсюда видно, как развивалось, наш речной флот, наш местный речной флот. В праздничный день Михаила Федоровича окружили самые близкие, родные, коллеги и будущие речного пароходства, курсанты института. Каждый спешил поздравить друга, учителя и настоящего героя. Как мы вместе присвоенное звание в один год, и я считаю, как он мне младший братишка. Живая легенда, так его называют в Институте водного транспорта. И действительно, таких как он в Якутии нет. Его трудовой путь нельзя назвать легким. Он начинал тогда, когда по Лене ходили колесные пароходы, и речной путь был оборудован слабо. Но он прошел службу у легендарного капитана Афанасия Богатырева. И именно в эти годы он полюбил флот и решил связать с ним всю жизнь. Всегда равнялись на него, как бы человек, который прошел путь от самого низа до самого верха. Великий человек, которому гордится наше училище, которое он закончил. Именем Михаила Федоровича названа аудитория в институте. Здесь легендарный капитан проводит встречи с курсантами. Здесь же студенты изучают историю становления речного пароходства, проводят классные часы. Для нас очень важно и значимо работать, осознавая, что такие люди выходят, бороздят просторы Ленского бассейна, совершают подвиги ежедневно, ежечасно, не задумываясь о том, насколько это сложно. А сложных моментов действительно было много. В 1976 году только благодаря его выдержке и профессионализму удалось спасти целых 2 суда в Янском заливе в условиях снегопада. Он отважно преодолевал многокилометровый путь, сопровождал перегон судов по Северному морскому пути. И где бы он ни работал, его суда всегда входили в число лидеров пароходства. И многие его коллеги и друзья признаются, что он не просто капитан, а скорее настоящий адмирал Северного флота. Розалия Борисова, Дмитрий Сергачев, НВК Саха, Якутск.